Приветствую вас, дорогие раки, вы на канале Таро Дома, меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на неделю с 11 по 17 марта. Я для вас, правда, эту неделю записываю не на круглой колоде, а на вот такой у меня есть новая колода, горизонтальная, называется Панорама. И мы будем смотреть на нее, потому что круглая колода мне нужна в прогнозах на триместр, поэтому мы 2 недельки будем писать на этой. Смотрим, раки, период с 11 по 17 марта. Покажите мне настроение раков, личную жизнь, работу, деньги и состояние здоровья. 5 карт подряд. Раки с 11 по 17 марта. Так, настроение ваше, личная жизнь, работа, учеба, дела, ваши деньги и ваше самочувствие. Кубики. Покажите мне, пожалуйста, для раков период с 11 по 17 марта. Третий дом показывает, будет важным. Он у нас отвечает за окружение. Часто по третьему дому меняется наше окружение. Какие-то люди приходят, какие-то уходят, поэтому может быть смена окружения. Путешествия может показывать, не дальние, правда, и может еще показывать образование, обучение, но это больше, когда мы сами учимся, может быть, самообразование. Так что, возможно, вы будете что-то еще изучать. Дальше знак зодиака рыбки, общение с рыбками. И смотрите, на вас будет влиять Плутон на этой неделе. Что дает Плутон? Плутон, во-первых, дает какие-то резкие трансформации, перемены в жизни. Прям вот, знаете, когда все с ног на голову переворачивается. Но это должны подтвердить карты, я должна это увидеть. И второе важное значение Плутона. Он часто проигрывается в прогнозах на неделю как сильное давление. Либо когда мы давим на коллективы и прям, вот знаете, как готовы вести за собой коллективы. Либо когда коллектив пытается продавить нас, прям задавить. Опять же, я это вижу сейчас по карте настроения, сразу пойму. Смотрим. Карта жрица. Ну, здесь точно вы давить ни на кого не будете, это 100%. Здесь так не проиграется. Давить на вас, ну, тоже, знаете, на жрицу давить бесполезно. Она очень много понимает и знает об этом мире. И, то есть это такой хороший психолог. И манипулировать ей невозможно. Поэтому я не думаю, что здесь как раз Плутон проиграется как вот в этой теме. Скорее всего, это какие-то перемены, возможно, будут. Надо будет карты открыть, посмотреть. По состоянию вы очень спокойны на этой неделе. Вы прям, знаете, мало разговорчивы, закрыты. Такой человек тайна. У вас очень сильно будет работать интуиция. Воды, смотрите, сколько много воды. Сова, мудрость, очень мудрый. Будете принимать мудрые решения. Возможно, вас жизнь поставит перед выбором, но вы как-то вот примете какое-то правильное решение. Да, вот, скажем так, развилка. Туда пойдешь, коня потеряешь, туда пойдешь, еще что-то произойдет. Но вы как-то вот выкрутитесь и найдете правильное решение благодаря мудрости жрицы. У вас как-то вот интуиция, вы слушаете обязательно интуицию, она будет подсказывать правильный путь. Тут очень важно не головой будет анализировать, а именно вот чувствовать. Так что вы такие очень спокойные. Это у нас получается, есть маг и жрица, это две части человека. Маг это активная мужская, а жрица это пассивная женская. И вот карта говорит, что вам нужно вот больше делать упор на вот эту женскую часть, даже если вы мужчина, неважно. Потому что в каждом мужчине есть женщина, и в каждой женщине есть, да, вот часть мужчины. И вот вам как раз, в том числе и мужчинам, нужно делать акцент на вот эту женскую часть себя. Ну, давайте посмотрим по сферам, как вот она себя проявит. Дома что? Дома королева жезлов, дома какой-то человек выходит на первый план. Давайте посмотрим. Вообще королева жезлов, конечно, любит поруководить, поуправлять, покомандовать, рассказать, что делать, что не делать. Поэтому давайте посмотрим, какие между вами и этим человеком в семье будут, ну, то есть она же почему-то выпала. Покажите мне. А давайте так сначала. Сейчас я сначала спрошу. Королева жезлов это кто-то в семье раков? Да или нет?
Да, король жезлов. Да, это конкретный человек. Один конкретный человек по стихии огонь может быть. То есть человек, если описывать, смелый, амбициозный, яркий, прямолинейный, такой вот, знаете, местами может быть дерзкий, упрямый. Упрям, без упрямства тут никуда. Так что вот кто-то у вас в семье. Я думаю, что по описанию вы могли у кого-то узнать. Человек однозначно лидер. Лидер дома, лидер на работе. Ну, по крайней мере, требует этого лидерства. Может быть, там прям не лидер, но она стремится быть лидером. Она старается, делает все возможное. И я думаю, что она может на вас влиять. Сейчас мы посмотрим теперь, что от нее ждать. Хорошо, покажите тогда, что ракам ждать от этой королевы жезлов. Как она себя будет вести, что от нее ждать. Что от нее ждать. Или от него. Ага, ну, королева мечей. Резких каких-то действий, приказов, карта приказов. Вот, туда идем. Сказала туда, значит туда. И все меня, вся стая должна меня слушаться. Понимаете, вот так. Королева жезлов будет очень резкая на этой неделе. Эмоционально опасная такая дамочка. Так что, к сожалению, между вами и ней может пробежать какой-то холодок. Королева мечей – это еще карта потери отношений, пустоты какой-то такой, вот знаете, холода в отношениях. Поэтому я думаю, что ваши отношения, в них, знаете, как пробежит черная кошка между вами. Я думаю, вот так может проиграться. Поэтому здесь вот предупреждение для вас. Опять же, мудрость. Карта говорит, ну включайте мудрость, ну будьте мудрее. Может быть, где-то уступите, где-то закройте глаза на какие-то ее выброки. Просто будьте мудрее, как жрица. К сожалению, ага, вот видите, пожалуйста, десятка мечей. А иначе все закончится вот разрывом отношений. Вы можете очень сильно поругаться, потом долго не общаться. Ну вот так как-то. Я понимаю, что вам, может быть, хотелось узнать, как у вас будут складываться отношения в паре именно, да, вот если мы берем там вас, любимого человека, но я иду за картами. Вот то, что они мне показывают, то я вам и передаю. Здесь мне вот решили на этой неделе не показывать, что в отношениях они показали, что есть какая-то в семье женщина или мужчина, человек, между которыми может произойти, между вами, в смысле, с этим человеком могут произойти не очень хорошие события. И вы должны этих событий постараться избежать. И Плутон показывает переворот, наши отношения переворачиваются. Мы дружили, стали врагами. Понимаете, да? То есть хорошо общались, стали плохо общаться. Вот так. Так что вот если вы один или одна, в том числе это касается и вас. Здесь речь не идет о каких-то знакомствах, там может быть, не может быть знакомства. Здесь карта говорит, что у вас в семье с кем-то будет какая-то история. Это может быть там мама, бабушка, сестра, ну какой-то член семьи. А кто это, я думаю, что вы уже по описанию должны были узнать. Смотрим дальше. Кстати, человек может быть эзотерик. Королева жезлов, она такая вот, тоже может быть связана, любит там нумерологию, может любить астрологию. Такая она немножко ведьма. Смотрим дальше. Работа. На работе что у вас? Ага, видите, карта влюбленные. На работе вы как раз стоите перед выбором. Помните, я говорила, выбор может быть. И вот этот выбор может касаться работы как раз. Два варианта. Развилка событий. Вы стоите на развилке, на пороге, и вам нужно будет принимать решение. Причем здесь однозначно одно решение, вот вам хочется так сделать, душа просит, сердце просит. А второй вариант, там, скорее всего, что голова говорит, что вот так будет правильно, давай с тобой примем вот это решение. И вы прям стоите и разрываетесь. Голова хочет одного, сердце другого, и вы не знаете, что делать. Так что это какой-то сложный выбор. Давайте даже посмотрим. Если раки примут решение головой, что будет? Если головой примут решение. И что будет, если примут решение сердцем? Головой. Ну, карта суда. Вы будете осуждены, вы получите какие-то оценки, возможно, они вам не сильно понравятся. И, кстати, это еще и кармическая какая-то история. То есть это будет как урок. Возможно, вам потом опять эта ситуация придет, чтобы пройти этот урок. А если вы примете решение головой, тоже тупик.
Тоже тупик. И так, и так. Тут интересно, что и так тупик получается. И так, и так. Но если следовать за советом жрицы, то как раз нужно действовать интуитивно. Вот тут нельзя слушать ни сердце, ни голову. А ну сейчас спрошу, я правильно поняла? Скажите мне, здесь нельзя слушать ни сердце, ни голову, здесь нужно слушать интуицию, так? Да, нет? Да, интуицию надо слушать. Интуицию. Подсознание. Туз кубков — это подсознание. В подсознании у вас уже есть ответ. Вы знаете, куда вам двигаться. Поэтому так. Так что, раки, тут, скорее всего, что на работе эта неделя поставит вас перед выбором. Еще это, кстати, может быть союз. В вашей жизни может появиться какой-то человек, партнер, друг, возможно, это какой-то новый руководитель, любой какой-то человек. Жизнь приводит в вашу, да, вот вашу судьбу человека, и опять же вы стоите перед выбором, мне с ним идти дальше, с этим человеком, или не идти, или отказаться от его какого-то вот партнерства, союза. Так что здесь вот может быть еще так, это речь идет о человеке. Смотрим дальше. Деньги. Карта смерти. В финансах произойдут перемены. Вот где Плутон себя проявит. В финансах. У вас в финансах произойдет какая-то, прям, знаете, ну, какой-то крупные перемены в финансах. Причем я не могу сказать, что это будет плохо. Это не всегда плохо. Карта смерти просто говорит, вот так, как было раньше, у тебя не будет. Возможно, вот это новое партнерство, союзничество, как раз принесет вам какой-то дополнительный доход. Если вы согласитесь, то карта говорит, вот так, как было, не будет. У тебя будет совершенно по-другому по финансам. Твоя финансовая ситуация изменится просто кардинально. Вот просто кардинально по этой карте. Так что вот так. Интересно, смотрите, да, старшие арканы, старший аркан, такой период прям глобальный. А ну смотрим, здоровье, тоже старший аркан, жрец. Ну, жрец показывает, что если у вас есть какие-то проблемы, то тут не помешает найти хорошего врача, специалиста. Если есть проблемы, то, возможно, это для вас какой-то урок некий, да, так, ну, как бы вас пытаться чему-то научить. В принципе, по жрецу нам всегда хочется, знаете, сесть на какую-то диету, нам хочется попробовать там какие-то новые направления там в лечении. Новые техники какие-то всегда хочется попробовать. Поэтому я не могу сказать, что здесь прям какие-то проблемы со здоровьем. Здесь больших проблем нет. И от них легко избавиться благодаря специалистам. Но и сказать, что прям все прекрасно, ну тоже, наверное, нет. Тоже нет. Ну, у вас какой-то очень такой период глобальный наступает. Сейчас посмотрим. 2 плюс королеву не считаем. Плюс 6, плюс 13 и плюс 5. 2 плюс 6 это 8. Карта справедливости выпала. Вот в чем дело. Знаете, что наступает период возмездия, да, скажем так. По восьмерочке, вот все, что вы делали раньше, на этой неделе, ну, я бы даже сказала так, в этом месяце, в марте. Кстати, март и август – это 2 месяца, когда очень сильно проигрывается карма. Именно март и август. То есть вот эти кармические события, они все происходят, потому что должны произойти. Это все не случайно. Так что вот все, что будет происходить в вашей жизни, вот все, что начинает закручиваться, это не случайно. Это действия ваших, ну, предыдущих, вернее, это результаты ваших предыдущих действий. Вот вы что-то делали, и ваши действия привели в эту точку. Поэтому нравится, не нравится, ну, что вы хотите. Значит, надо было действовать по-другому, если вам что-то не нравится. Так что вот так. Глобальные перемены в работе, новый путь. Перемены в финансах, я думаю, это потянет за собой работа, потянет за собой финансы, перемены. Возможно, вы начнете заниматься здоровьем, ну и предупреждение не поругаться с какой-то королевой дома. Вот такая информация для вас, раки, на эту недельку. Благодарю за внимание, жду вас на своих новых видео.